Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Масціч. Глядзіце ў гэтым выпуску. Дынаміка стабільная. У Гомелі разгледзелі пытанне сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна за 9 месяцаў. Поездка з камфортам. Па дарогах абласнога цэнтра пачалі курсіраваць новыя тралейбусы. Рыбны дэсант. У Гомельскія азёры выпусцілі партыю талсталобіка. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Большасць прагнозных паказчыкаў выканана. Пытанне сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна за 9 месяцаў разгледзелі сёння ў Гомелі. Тэмп росту валавога рэгіянальнага прадукту Гомельскай вобласці ў студзені-верасні гэтага года склаў 102,3. З плюсам спрацавалі практычна ўсе галіны. Падрабязнасці далей у сюжэце. Грамадскія ініцыятывы працягваюць набіраць абароты. За 9 месяцаў бягучага года ў раёнах вобласці рэалізавана 19 інвестпраектаў у рамках праграмы «Адзін раён, адзін праект». Так, напрыклад, на Хойніцкім заводзе стварылі 9 працоўных месцаў, папоўнілі цэхі 4 адзінкамі новага абсталявання. Дзякуючы новаму імпульсу прадпрыемства нарасціла асартымент прадукцыі да 98 найменняў. Ад гэтага і плюс да аб'ёму вытворчасці дадзены паказчык склаў 106%. В связи с приобретением новых видов нового оборудования мы освоили новые виды продукции сегодня. Значит, освоили 18 видов новых продукций. Это, значит, Мозырский машиностроительный завод, Минский завод «Шестерон» и МТЗ «Холдинг». На сегодня реализация проекта выполнена на 81%. Или 2,8 миллиона. Сёлета ўдалося нарасціць пастаўкі тавараў у краіны Азіі, уключаючы Кітай, Турцыю, Казахстан і Рэспубліку Карэя. Прырост маецца па малочнай прадукцыі, хімічных удабрэннях, вугляродных валокнах, мясной прадукцыі і шэрагу іншых тавараў. Экспарт паслуг мае ўстойлівую тэндэнцыю росту, больш за 26%. Па ўсіх напрамках ідзе станоўчая дынаміка. Экспорт товаров у нас составил в объеме практически $2,5 миллиарда. Да, это немного меньше, чем в прошлом году, но по диверсификации мы сработали сегодня с плюс 50 миллионов рублей и вышли по итогам 9 месяцев на положительное внешнеторговое сальдо. То есть мы экспортировали товаров больше, чем завезли и за границей, обеспечив тем самым приток валюты в страну. Большасць прагнозных паказчыкаў за 9 месяцаў гэтага года рэгіён выконвае. Спрацавалі з прыростам будаўніцтва, сельская і лясная гаспадарка, гандаль, грамадскае харчаванне, транспарт, інфармацыя і сувязь. Неабходна ўзмацніць працу ў сферу прамысловасці. У нас обеспечен рост и выполнение прогнозных показателей по заработной плате, доходам бюджета, инвестициям в основной капитал, снижению уровня затрат производства импортозамещающей продукции. С высокими темпами роста сработало сельское хозяйство, но немногим не достигло прогнозные параметры. В целом у нас инвестировано в экономику более 5 миллиардов рублей. По итогам года ожидаем эту цифру более 7 миллиардов. Прамежкавыя вынікі дазваляюць казаць аб стабільнай дынаміцы. Асноўныя задачы да канца бягучага года ўтрымаць прагнозныя параметры і забяспечыць дальнейшы рост эканомікі. Владислава Галабокіна, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Жыткавічах адбылася радасная падзея. На васелле адзначылі ведамасныя служачыя. Ключы ад новых кватэр атрымалі 6 сем'яў ратавальнікаў і 3 сям'і міліцыянераў. Падрабязнасці далей у сюжэце. Напярэдадні 7 лістапада дом на вуліцы Сацыялістычнай здабыў сваіх гаспадароў. Імі сталі 9 сем'яў супрацоўнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацый і ўправлення ўнутраных спраў. Сярод шчаслівых навасёлаў сям'я Артёма Кудласквіча. Ён вадзіцель пажарна-выратавальнай частцы. Сегодня впервые мы увидели свою квартиру. В ближайшее время мы планируем переехать. Планируем и зал, и спальню, и детскую. 40 кватэр, сучасная планіроўка, а самае галоўнае – чыставое аздабленне. Аб рамонце перажываць не прыйдзецца. Шпалеры, металічныя ўваходныя дзверы, на падлозе ламінаты плітка. Засталося завесці мэблю і можна заезжать. Первый камень был заложен в феврале 2025 года. Согласно директивного графика облсполкома, объект введен в эксплуатацию досрочно. Жыллё – гэта не толькі матэрыяльная падтрымка, але і праява клопату пра людзей, якія штодня стаяць на варце нашай бяспекі. Гэта нагляднае сведчанне таго, як дзяржава шануе сваіх абаронцаў. Расселяя сегодня людей в эти замечательные благоустроенные квартиры, на которые потрачены государством значительные средства, мы говорим людям этими действиями, государство говорит, пожалуйста,
живите, развивайтесь, создавайте семьи, рожайте детей, обеспечивайте безопасность на своем клочке земли, на котором мы работаем. Это и есть вопросы национальной безопасности, самое настоящее. Жыллё прадстаўляецца ў рамках адпаведнага указу прэзідэнта. У далейшым кватэры можна будзе выкупіць або прыватызаваць пры наяўнасці пэўнага тэрміну выслугі. Вікторыя Шахварастава, Уладзіслава Галабокіна, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Другая міжнародная навукова-тэхнічная канферэнцыя «Эра. Сучасная навука, электроніка, робататэхніка, аўтаматызацыя» стартавала ў Гомельскім тэхнічным універсітэце імя Сухога. Маштабная падзея, да якой онлайн змаглі далучыцца прадстаўнікі сусветных навуковых супольнасцяў з Расійскай Федэрацыі, Кітайскай Народнай Рэспублікі, Туркменістана і іншых краін. Усяго было пададзена каля 200 дакладаў. Спектр тэматычных работ незвычайна шырокі і разнастайны. Ад рашэнняў прыкладных матэматычных задач да распрацоўкі відэагульняў, прылады электронных і аўтаматызаваных сістэм, аўтаматычнае прагназаванне руху мабільных робатаў пры дапамозе нейроннай сеткі. Для абароны праектаў замежным гасцям арганізавалі онлайн-трансляцыі. Конференция наша получит еще больше развития. Интересно принимать участие, потому что, в принципе, они сами активно проявили интерес к конференции, активно спрашивали, как в ней поучаствовать, когда она будет проводиться. Ну и нашим студентам тоже интересно послушать представителей Китайской Народной Республики. Найлепшых у сваіх дакладах вызначаць у другі дзень канферэнцыі. Ім уручаць дыпломы і сертыфікаты. На аўтаномным ходзе з асобнымі кандыцыянерамі і USB-партамі для зарадкі. У Гомелі пачалі курсіраваць новыя тралейбусы беларускай вытворчасці. У дэпо паступіла ўжо 8 адзінак. Частка выйшла на маршрут, а астатнія яшчэ праходзяць абкатку. Кожная машына абсталявана аўтаномным ходам да 20 кіламетраў, што дазваляе пашыраць маршрутную сетку без неабходнасці будаўніцтва новых кантактных ліній. Зарадка ажыццяўляецца падчас руху ад існуючай сеткі. Данный троллейбус отличает высокая маневренность, плавность хода, широкий просторный салон, оборудованный системой кондиционирования. Имеются USB-розетки для зарядки мобильных устройств. При поступлении на наше предприятие все троллейбусы проходят техническое обслуживание, проверяются тормозная, пневматическая, гидравлическая, информационная и остальные системы. После проверки всех систем происходит обкатка на улицах нашего города. Транспарт цалкам нізкападлогавы, што забяспечвае зручнасць пасадкі і перамяшчэння ўнутры салона. Умяшчальнасць больш за 80 чалавек. 31 можа размясціцца на сядзячых месцах. Для пасажыраў з інваліднасцю абсталяваны месцы і забяспечаныя сістэмай сувязі з вадзіцелем і рамянямі бяспекі. Есть связь с водителем. То есть он может мне позвонить сюда даже. То есть уже не надо выходить и спрашивать, до какой остановки, он сам уже тебе скажет, когда выходить. Пандусы удобные, все удобно. Новы транспарт ужо курсіруе па маршруце 20 і 28. Хутка дадзеную мадэль можна будзе ўбачыць у мікрараёнах Шведская горка, Новае жыццё і Паўднёвы. Усяго да канца года Гомель-Аблаўтатранс плануе атрымаць 27 адзінак новых тралейбусаў. Папрацавалі, а дзе грошы? Удзельнікі студатрада з Ельскага раёна засталіся без летняга заробку. Група падлеткаў гэтым летам накіравалася на работу ў мясцовае сельгаспрадпрыемства. Але выканаўшы працу да ганарару, справа так і не дайшла, пакуль у сітуацыю не ўмяшаліся праваахоўнікі. Ірына Драбышэўская раскажа аб наступствах. Новая сукенка, косметика и бьюти-процедуры стали працоўным мотиватором для 15-годовой дочки жыхарки Ельска Олеси. В прошлом году она работала, ей как бы понравилось. Подростковый возраст, это и косметика, это какие-то и новые вещи хочется ей купить, особо не хочет денег у нас просить. Поэтому вот решила сама заработать, на себе испытать, каково это работать и получать зарплату. Мать, рассказывая свой будучы доход, дочка у планах уже и потратить поспела. Дзяўчына заказала нават товары на маркетплейсе и отправилась на заробки. Как бы совсем с маленького возраста я, конечно, не очень. У детей тоже должно быть детство, но с возрастом дети должны понимать, как это работать, и что родителям тоже иногда бывает тяжело выполнять все их
хотелки. Падлеткі ўладкаваліся ў студатрад, працавалі на мясцовым сельгаспрадпрыемстве на тэрыторыі зернесушыльнага комплексу. Праца хоць і крыху пыльная, але не складаная. А калі надышоў час атрымліваць ганарар, наймальнік з выплатамі не спяшаўся. Ждала с нетерпением зарплату и постоянно: мама, не дают, мама, что делать? Калі надзея атрымаць абяцанае скончыліся, маці дзяўчынкі адправілася ў пракуратуру. Вартавыя закону правялі праверку, состав правапарушэння неўзабаве быў знойдзены, парушальнік таксама. Было установлено, что на период работы студенческого отряда в сельскохозяйственную организацию было трудоустроено 11 несовершеннолетних лиц. В нарушение трудового законодательства Республики Беларусь после окончания трудовых отношений окончательный расчет с ними произведен не был. По результатам проверки были приняты меры прокурорского реагирования. Зараз у адносінах да правапарушальнікаў вядзецца адміністрацыйны працэс. Вінаваты ў гэтай гісторыі прызналі галоўнага бухгалтера сельгаспрадпрыемства. Каждое лето у нас работают студенческие отряды. Обычно мы всегда выплачиваем вовремя, даем спецодежду, и у нас обеды бесплатные. Но этот раз, конечно, мы нарушили законодательство. Рассчитали мы с задержкой, потому что не было, шла уборочная уборка, и не хватало денежных средств. Но это нас не оправдывает, конечно. Мы сами понимаем, что мы нарушили закон. Просим извинения у родителей и детей, что так получилось. Я думаю, что больше никогда такого не получится, и мы это осознали, и мы это понимаем. Хэпі-энд у гэтай працоўнай гісторыі да шчасця наступіў. Юныя працоўнікі ўжо пры грошах, а парушальніца пры павучальным вопыце. Ёй, дарэчы, пагражае штраф ад 4 до 50 базавых велічыняў. На шчасце, гэта гісторыя жадання папрацаваць у падлеткаў не адбіла. Дзяўчынка ў краме ўжо наглядзела сябе новы тэлефон, шукае выдатную прапанову на яго зарабіць. Ірына Драбышэўская, Ігор Марышенко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Задачы выкананы, але ёсць нюансы. У Гомелі падвялі вынікі летняй аздараўленчай кампаніі. План па аздараўленні непаўналетніх на Гомельшчыне выкананы на 102%. Аднак неабходных паказчыкаў не дасягнулі ў Добружскім і Калінкавіцкім раёнах. Асабліва запатрабаванымі сярод дзяцей былі лагеры з ваенна-патрыятычным і экалагічным напрамкамі. Значительная работа была проведена в период июня и августа месяца. Работа, которая направлена была на профилактику преступности, правонарушений, также безопасной жизнедеятельности, но основное внимание было уделено оздоровлению наших детей. В 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось количество совершенных подростками преступлений. Я могу назвать цифру, это 31 преступление. В основном эти преступления совершались кражи, хулиганские действия и другие. Праблемным застаецца пытанне занятасці падлеткаў падуліковай катэгорыі, бо 9 з іх гэтым летам здзейснілі рознае правапарушэнне. На Гомельшчыне працягваецца восеньскае зарыбленне вадаёмаў. Партыю толсталобіка агульнай вагою каля 1,5 тоны выпусцілі ў Гомельскія азёры. Рыба дастаўлена з Петрыкаўскага раёна 3 кантэйнерамі. У пачатку кастрычніка у Атолава і Абкомаўскае возера ўжо трапілі шчупак і карась, зараз толсталобік. Восень – самы аптымальны час. У гэты перыяд тэмпература паветра і вады найлепшая для акліматызацыі рыбы. На Атолу мы выпускаем 980 кг толстолобика разновесного, средний вес 980 грамм. На Абкомском озере мы будем выпускать 400 кг той же рыбы. Зарубление каждый год в разных местах проходит, то есть мы постараемся в каждый район постепенно зараблять. Зарыбленні праходзяць пад кантролем спецыяльнай камісіі, у склад якой уваходзяць прадстаўнікі таварыства паляўнічых і рыбаловаў і прыродаахоўных арганізацый. У месцы выпуску рыбы забяспечваецца дзяжурства егерскай службы устаноў і прадстаўнікоў інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Комплекс, які змяніў стыль сталіцы. Мінск-мір развіваецца, апярэджваючы графік. У сучасным квартале перадавая інфраструктура. Завершана будаўніцтва новай школы. Якой яна будзе, далей у рэпартажы.
Район для комфорта. Минск-Мир давно изменил представление о городской среде. Концепция 15-минутного города – это когда вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Не более четверти часа. Столько потребуется, чтобы дойти до торгового центра, кафе, поликлиники, салона красоты, спортивного зала, станции метрополитена. Через комплекс проходит третья линия Минского метро. Инфраструктура возводится параллельно с жилыми домами. Новая школа практически готова к сдаче. Каждое новое здание, оно содержит в себе какие-то новые решения, более технологичные, я бы так сказал. Ну, как-то все идет шаг за шагом с прогрессом. Мы тогда планировали, что это будет школа с уклоном всей истории БРИКС. Планы инвестиционной группы компаний поменялись немного, но все-таки мы бы настаивали на том, чтобы это была школа с уклоном развития отношений стран БРИКС. Но все равно мы эту школу передаем городу и государству в подарок. В ней вы увидите много новых решений. Там 2 крупных зала актовых, там огромный бассейн. Школа построена за счет средств компании-застройщика многофункционального комплекса «Минск-Мир». Передовые технологии, лучшее оборудование. Все продумано до мелочей. Это действительно масштабный очень проект. Таких даже у нас нету и редко где бывает. И очень довольны, конечно, что наши компании успели выполнить вот такой проект. Конечно, заметно, мы были еще где-то в начале года здесь, я находился, и сейчас видно, что темпы очень сильно ускорены. Инвестор, группа компаний, конечно, она известная, мы сотрудничаем, и мы знаем ее уже более 30 лет, но здесь все-таки такой масштабный проект, очень серьезный, и видно, что сейчас и темп ускоренный, и пользование людей, качество высокое, и поэтому мне кажется, что, имея в виду, что здесь и был социальный пакет, который обеспечивался гражданам, это тоже очень весомо, и принято решение со стороны инвестора и совета, естественно, директоров компании о том, чтобы вот эту школу подарить, по сути дела, гражданам. Наша школа масштабная. Минск-Мир близок к своему завершению. Большинство зданий уже построены. Многофункциональный комплекс предложил новые форматы для жизни и бизнеса. И именно здесь реализована идея многофункциональных бизнес-апартаментов, в которых можно зарегистрировать физическое и юридическое лицо. Жители и гости комплекса делают покупки в торгово-общественном центре «Авиамолл». Идет остекление башен Международного финансового коммерческого центра. Объект нового формата. Самое высокое здание страны и эксклюзивные возможности для инвесторов. Это проект не сегодняшнего дня, но учитывая, когда он начинался, это был уникальный действительно проект. И общаясь с людьми, которых здесь знаю, друзья, они говорят, что для них это было, конечно, таким шоком, что появился город в городе, который имеет такую полную инфраструктуру. То, что важно, что здесь уделяется внимание именно на вот эту социальную сферу. И эти дома, улицы, как все оно сделано, ухожено. Не только со стороны инвестора, а со стороны государства. Потому что, понимаете, часто я смотрел в Европе, вроде сделали, а все, дальше ухаживать некому. Понимаете, государство не выполняет свою функцию. Или, скажем так, те, которые обязаны. Здесь это совершенно другой уровень. Инвестор имеет планы здесь продолжить инвестиционные проекты, причем в разных сферах, не только в строительной, там и криптовалюты, и, короче, разные есть соинвесторы, которые готовы вместе с нашими компаниями участвовать в этом процессе. И поэтому инвестиции не останавливаются. Минск-Мир – динамично развивающийся район, который уже изменил качество жизни тысяч семей, дал новые возможности. Начисляется где-то около 100 тысяч жителей, может быть, даже больше в районе. Все они, я так предполагаю, в том числе и я, все мы счастливы из-за того, что вся социальная инфраструктура и коммерческая инфраструктура совместно с жильем уже начинает свою жизнь. Так что совсем скоро, у нас по инвестдоговору до конца 2027 года все должно быть полностью готово. Видите, наверное, и Международный финансовый центр, как корона всего этого объекта, всего проекта, почти в завершенном виде, так фасад уже заканчивается. Это на самом деле один из самых крупных масштабных проектов в целом в рамках Минск-Мира. Проект практически реализован, но это только начало нового этапа. Минск-Мир – место, созданное для комфорта своих жителей.
Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr@gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Юлія Мастіч. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Более 100 единиц оружия изъяли правоохранители в Гомельской области во время специального комплексного мероприятия «Арсенал». В их числе 8 незарегистрированных оружий и около 1700 боеприпасов различного калибра. Возбуждено 7 уголовных дел. К административной ответственности привлечены 5 граждан. К слову, добровольно сдано более 40 единиц незарегистрированного оружия. 5 жителей Гомельской области стали жертвами мошеннической схемы, организованной жительницей Жлобина. Женщина предлагала услуги по оформлению туристических путевок за границу. Потерпевшие перечисляли деньги на личную банковскую карту мошенницы или передавали наличными. Всего фигурантка присвоила свыше 50 тысяч рублей. Аферистка использовала часть средств для погашения предыдущих заявок, создавая видимость работы, а остальные деньги тратила на личные нужды. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы. В Лельчицах огонь унес жизнь мужчины. По улице Комсомольской произошло возгорание жилого дома. Прибывшие спасатели обнаружили на пожаре погибшего сына хозяйки домовладения. В результате возгорания повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Уважаемые зрители, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте незатушенные окурки и спички, воздержитесь от курения в постели. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112. Не обошлось без пожара и в Мозырском районе. В деревне Наровчизна горело здание склада. В результате повреждено имущество, закопчены стены и потолок в помещении раздевалки. Вероятная причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В Жлобинском районе мужчина заблудился в лесу. Пенсионер отправился за грибами вблизи деревни Сельная и не вернулся. Работникам МЧС удалось обнаружить потерявшегося. Сельчанин не пострадал, в медицинской помощи не нуждался. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Ирина Гладченко, благодарю за внимание. Футбольный клуб «Гомель» одержал выездную победу в перенесенном матче 16-го тура чемпионата страны высшей лиги. Счет в поединке с «Торпедо Белас» открыл один из лидеров зелено-белых – Адеола. Больше зрителей голов не увидели. 1-0 минимальная виктория «Гомеля». Команда набрала 36 очков и расположилась на 9-й строчке в турнирной таблице. «Металлург» на домашнем льду уступил «Славутичу». Хозяева вполне могли рассчитывать на победу в основное время. Игра долго шла по плану «Волков». Они открыли счет в первом периоде, неоднократно могли удваивать перевес и сделали это на финише 2-3 в большинстве. Сразу же «Металлург» мог отправить в ворота соперника третью шайбу. После броска Стефановича гостей выручил вратарь. В ответной атаке смоляне распечатали Большакова и ушли на перерыв при счете 1-2. Удержать минимальный перевес у «Волков» не получилось. В овертайме самый верный момент упустил Усков, замыкавший передачу Залитова и не попавший в пустой угол. А серия буллитов, которой блеснули вратари, растянулась на 14 бросков. Своего голеадора быстрее нашли смоляне. Повторная встреча «Металлурга» и «Славутича» пройдет 31 октября. Начало пятничного матча в 20:10. Две белорусские команды примут участие в международном гандбольном турнире в Минске. Главный тренер национальной сборной Беларуси Юрий Шевцов пригласил в состав практически всех лучших игроков, в том числе из зарубежных клубов. В составе второй команды под руководством Олега Шарейко выступят гандболисты, которые являются ближайшим резервом. Соперниками белорусских дружин будут национальные сборные России и Ирака. Все матчи пройдут на площадке столичной Чижовка-арены. Старт 31 октября. Дарья Хомутянская продолжает побеждать в матчах турниров под эгидой ITF. В первом раунде состязаний в Ташкенте белоруска уверенно победила российскую теннисистку Софию Суслову 6-1, 6-2. А после вышла в четвертьфинал, обыграв еще одну россиянку Екатерину Тупицыну 7-6, 6-1. Сейчас в активе 21-летней минчанки 12 викторий к ряду. За выход в полуфинал она сразится с литовской теннисисткой Лаймой Владсон. В этом сезоне Дарья Хомутянская стала победительницей 4 турниров, а всего в ее активе 5 чемпионских титулов.
Николай Голяк вышел в четверть турнира ITF-25 в китайском Тяндаоху. В матче второго раунда белорус за час переиграл в двух партиях китайского теннисиста Фан Минг Мэна 6-3-6-0. В поединке за попадание в полуфинал его соперником будет представитель Австралии Акира Сантилан. В парном разряде Николай Голяк и казахстанский теннисист Григорий Ломакин потерпели поражение в первом круге. Соревнования в Тяндаоху завершатся 2 ноября.